В восхищении. Я просто в восхищении. Браво, бис, восторг, блеск. Павел Валерьевич, вот так вот нормально, да? Вот радости, восторга, всего этого хватает. Точно хватает? А то я могу добавить. Хватает. Очень хорошо. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите передачу «Говорящие головы», и вот так я компенсирую, в том числе за вас, недостаток восхищения всем хорошим, что делают для нас с вами власти. Потому что иногда им очень не хватает нашей искренней радости и нашей благодарности за все, что сделано чистыми, честными, ненатруженными распилом бюджета руками. Нет, я по дороге в студию головой ни обо что не бился, просто реагирую на, возможно, справедливые упреки господина депутата Госсобрания Илтумен Павла Ксенофонтова. Но не умеют у нас радоваться за чужие успехи. Не хотят и не умеют, Обедин подтвердит. А все те, кто считает, что в любых проблемах всему виной власть и власть держащие, еще чуть не забыл, народные депутаты, которые не совсем уже и народные, безусловно, видят по итогам года одни минусы. Но кое в чем депутат Ксенофонтов все-таки не прав. К примеру, на прошлой неделе все видели по итогам года исключительно плюсы. Потому что это были итоги года Айсена Сергеевича Николаева на посту руководителя нашей республики. И знаете, если бы кто-то придумал объявить соревнования на самое лестное высказывание, прозвучавшее в адрес главы, то, наверное, пришлось бы поступить как в детстве. Когда две команды детишек соревнуются, и одна не может победить другую, или наоборот, одна слишком явно превосходит другую, и чтобы никого не обидеть, говорят: «Победила дружба». Вот так же и в этом случае, потому что старались все. Павел Валерьевич, столько радости точно хватит. Да? Просто еще в запасе много, смотрите. Доброго слова вообще же не жалко. И у людей оно, как правило, идет от чистого сердца. Не за бюджетное бабло, не за карьерный пост, пожалованный сверху, а потому что искренне. Но знаете, есть кое-что, что меня лично в этом омуте чисто незамутненной радости немножечко, самую капельку, смущает. Я где-то не понимаю, не улавливаю, как при такой замечательной, чудесной, высокопрофессиональной, технократичной власти мы живем вот так, как мы живем. Якутия заняла 83-е из 86 мест в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов России. Это значит, что на фоне других субъектов страны республика выделяет меньше денег на поддержку своих жителей. Про 20% жителей Якутии, которые живут ниже прожиточного минимума, даже как-то напоминать неудобно. Я давно подозревал, что нашим властям, и я сейчас говорю не только про Якутию, а про власть вообще, жутко не повезло. Им, таким, повторюсь, замечательным, успешным, эффективным достался народ, который, совершенно не соответствует качеству власти. Этот народ не хочет и не умеет жить хорошо, не умеет и не хочет зарабатывать, он предпочитает селиться в старых развалившихся домах, не покупает себе новое жилье. Этот народ постоянно недоволен своим уровнем доходов, вечно мусорит вокруг себя, задерживает квартплату и постоянно бубнит свои претензии к власти в социальных сетях. «Плохо живем, бу-бу-бу, виновата власть, бу-бу-бу». Ужас, ужас, а не народ. Это серьезная проблема человечества. Крестьяне восстают, вы совершенно о них не думаете. Я не думаю о моих крестьянах, это же мои подданные. Я их сюзерен, я их обожаю. Подкиньте одного крестьянина. Но кажется, я слышу недовольный закадровый гул. Это шумят любители и ценители власти, и те, которые за деньги, и те, что от чистого сердца. И из их гула можно сделать вывод о том, что я несправедлив и некорректен. Потому что, какие упреки могут быть в плане общего благосостояния к новой власти? Она ведь что в городе, что в республике только-только обновилась и просто физически не могла за год исправить все, что наработали предшественники. Отчасти справедливо. Правда, было бы просто верхом наивности считать новичками во власти, например, мэра города Якутска Сардану Авксентьеву, бывшую заместителем руководителя города еще при Юрии Заболеве. И уж тем более наивно считать новичком главу Якутии Айсена Николаева, который во власти живет дольше, чем жил без нее. Он не выпадает из государственной обоймы с 25 лет, с тех пор, как был избран депутатом. И за это время, собственно, прошел все стадии. Депутат, министр, зампред правительства, руководитель администрации президента, мэр, в Рио, теперь глава. При этом проблемы, которые оба решали на своих постах, толком никогда не менялись. Низкий уровень жизни, доходы населения, вывоз мусора, неблагоустроенные населенные пункты. Дежавю.
В то же время нельзя сказать, что при такой замечательной власти население совсем не чувствует перемен к лучшему. Они есть. Есть. Некоторые можно даже ощутить собственными боками и другими частями тела. Надо просто знать где. Про авиакомпанию «Якутия» слышали? Ну, конечно, слышали. Это же одна из причин, по которой мы живем чуточку хуже, чем могли бы. Потому что каждый раз, когда наши власти говорят, что им не хватило лишнего миллиарда или, может быть, даже 2 в год на строительство пары новых школ, пары детских садов или благоустройство дворов, это потому, что недостающие деньги ушли в качестве субсидий на поддержку авиакомпании «Якутия». И так происходило последние лет 10. В прошлом году новое руководство республики назначило новое же руководство авиакомпании «Якутия» для наведения порядка и повышения эффективности. Есть результат? Есть. Авиакомпания «Якутия» представила салон класса «Бизнес-комфорт» на борту самолетов Boeing 737-800, выполняющих дальномагистральные перелеты по России и международные рейсы. Салон оборудован полностью раскладывающимися эргономичными креслами, системой многорежимного автоматического массажа, что позволит пассажирам во время перелета расслабиться и насладиться максимальным комфортом, а постельные принадлежности обеспечат полноценный сон и отдых. Вот. А раньше о том, чтобы сладко посапывать носом, в мягкой кроватке, чуть ли не в любимой пижамке, на высоте несколько тысяч метров над землей можно было только мечтать. И ведь для того, чтобы ощутить вот именно эти перемены к лучшему, надо сделать сущую ерунду. Ну, во-первых, купить билеты в другую страну мира, а во-вторых, сделать это в новом престиж-классе авиакомпании «Якутия» «Бизнес-комфорт». И заковыка тут ровно в одном. Большинству наших жителей Республики Саха-Якутия, не то чтобы на кровать с постельным бельем и улыбчивыми стюардессами не хватает, а проблема хотя бы на самый дешевый, невозвратный, без багажа билет наскрести. К слову, буквально на днях в эфире телеканала «Россия» вышла передача, посвященная особенностям якутского авиасервиса. И вот что об этом говорит ее ведущий Борис Соболев. 800 километров – среднее расстояние между населенными пунктами в Якутии. Ни дорог, ни железнодорожных веток. Пользуясь отсутствием альтернативы, местные авиакомпании «Якутия» и полярные авиалинии дерут с населения 3 шкуры. Так, билет до поселка Черский стоит 28,5 тысяч рублей. Цена как за перелет в Австралию. Сумасшедшие накрутки не мешают перевозчикам экономить буквально на всем. От уборки салона и до починки туалетов. То есть кому-то в Австралию вот так лететь, с комфортом, под одеяльцем, в кроватке, а кому-то из Черского до Якутска с ногами крестиком. Ну, чтобы не описаться, если туалет будет закрыт. Потому что выделенный в качестве субсидии авиакомпании «Якутия» миллиард из бюджета республики потратили на оборудование самолетов эргономичными, раскладывающимися креслами, а не на починку туалетов. В передаче об этом феномене автор, телеведущий Борис Соболев, пытается разобраться, почему у нас летать в 3-4 раза дороже, чем в Канаде или на Аляске при, в общем, схожих климатических условиях. Если интересно, просто погуглите название «Почему региональные перелеты золотые и можно ли летать дешевле?». А мы вернемся к нашим реалиям. На тот случай, если вы, уважаемые зрители, немного скисли, коллеги, дайте там, пожалуйста, еще на экран щепотку радости и благодарности с прошлой недели. Фух, отпустила. Но вообще надо понять и признать одну простую, важную истину. Вот такие парадоксальные ситуации для нас норма. Ну, я имею в виду, как сейчас, когда восхищаешься кроватью в самолете, летящем в Мельбурн, с одной стороны, а с другой игнорируешь сломанный туалет на межелустном рейсе, и при этом стоимость у них почти одинакова. Надо признать и понять, что странные перспективы для отцов республики всегда будут важнее реальной реальности, в которой живем мы с вами. Будь то вымышленное первенство Якутии по IT в стране, это при том, что даже в сотню ведущих российских IT-компаний якутские киты вроде Синета или Майтона пока не попали. Или планы по вхождению в 15 лучших регионов России по качеству образования, в то время как Россия собралась войти в десятку лучших стран мира по этому же качеству. Вот такие планы всегда будут иметь приоритеты по сравнению с реальными, насущными необходимостями жителей Якутии. Потому что иначе это просто скучно. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Воздюки станут центром 10 губерний. Я хочу донести до вас одну мысль. Наши власти просто не умеют и не хотят мыслить низко, банально, пошло. Ну что интересного в том, чтобы руководить регионом, если придется заниматься помойками и трущобами? Вот ради этого стоило рвать харизму и бюджеты на выборах. И совсем другой калинкор, когда ты публично мечтаешь о том, как молодой, красивый, талантливый, технократичный строишь себе свой отдельно взятый Сингапур. Правда, иногда случается так, что реальная реальность берет и догоняет. И ты вдруг обнаруживаешь себя не летящим лежа в Мельбурн в классе «Бизнес-комфорт», а вовсе даже стоящим в машине, благо не в УАЗике или в Ладе Калине, в длинной очереди на паром в Якутии.
со всеми вытекающими последствиями вроде хамства, разборок и прочих прелестей реальной жизни. Как это случилось, например, с министром экономики Якутии Майей Даниловой. У нас попасть на паром – это был почти подвиг, только для твердых характером и с железными нервами. Хорошо, что был. В прошлую пятницу спокойно переправились на тот берег и в субботу вернулись обратно. Один из таксистов пытался влезть без очереди, не получилось. Нельзя всех, кто спокойно и честно стоит в очереди, считать за лохов. Это показывает на уровень нашей культуры. Не пропустили, почувствовала себя как в Европе и очень горжусь земляками. Кстати, обратили внимание, как мало надо целому министру Якутии после соприкосновения с реальной реальностью, чтобы почувствовать себя как в неоднократно посещенной Европе. Всего-то не оказаться лохом. Ну, в смысле, чтобы очередь, состоящая сплошь из людей с твердым характером и железными нервами, не пропустила наглого таксиста. Видишь, как не лохи выкидывают из очереди с веселыми матерками чувака и сразу Европа, ле шарман. Правда, не уверен, что так же спокойно на переправах будет осенью, когда каждый следующий паром может оказаться последним, но не будем о грустном. Ах да, и, конечно, фраза про лохов как показатель уровня нашей культуры, в этом контексте она доставляет. Вот умеют министры слова подобрать. Слышь, Чепушила, ты чё, баклан, не очередь за лохов держишь? Слинял отсюда на чмо не культурное. У нас тут вообще как в Европе, теперь понял, утырок? Нет, если серьезно, то с культурой как раз у нас более-менее порядок. Вот пока министр экономики перепрыгивала с одного берега на другой, в Якутске грянули фанфары. И это не образное выражение, а название фестиваля – «Фанфары земли Аланхо». Это межрегиональный фестиваль духовых и ударных инструментов, организованный филармонией Якутии при поддержке Российского духового общества и Министерства культуры Российской Федерации. Замечательное мероприятие, я сейчас вообще безо всякой иронии. Здорово же, по улицам прошел парад с духовыми инструментами, играла бравурная музыка, красивые девчонки шли в этих знаменитых гусарских, или как они называются, ливреях и так далее. А потом еще концерт был. А скоро состоится праздник Исаах, который из национального солярного праздника народа Саха стал своего рода масштабным культурным феноменом, который неизбежно привлекает внимание туристов, гостей республики, телевизионщиков с федеральных телеканалов. Жаль только, мы так любим праздники, что их организаторы, а это, как правило, наше начальство, остановиться на одном никогда не может. А потому встречу солнца в Якутии отмечают 3 месяца, не забывая в перерывах пожаловаться на очень короткое якутское лето. И даже главный авторитет республики, живой патриарх, первый президент Якутии Михаил Николаев, организаторам тут не указ. А вы его послушайте, он же дело говорит. У нас как начинают праздновать май Исаахи, так и все лето до окончания августа у всех свои Исаахи. У нас легов, предприятий, школ, улусов, землячеств и так далее. Не нужно пикники называть Исаахами. Исаах у нас один, 21 июня. Нескончаемая организация не только Исаахов, но форумов, праздников, турниров, чемпионатов, конкурсов, акций, годовщин, дней и прочее. Все это часть социального договора общества и властей. Договора, который, по сути, не изменился со времен античности. Хлеба и зрелищ. И если на хлеб наши власти еще немного жмутся, по граммам пересчитывая продовольственную корзину, то вот со зрелищами полный порядок. На любой вкус, что называется. Любим мы это дело, праздновать. А потому власти считают, что вправе обижаться или даже негодовать, когда мы недостаточный градус радости выдаем по случаю важных и памятных для нее, для власти, дат. Ведь столько делается для нашего с вами развлечения, а мы все норовим на холодильник обернуться. И чтобы перебить это желание, коллеги, дайте еще на экран из закромов радости. В восхищении, в полном восхищении. Это были «Говорящие головы». Меня зовут Виталий Восхищенный, в смысле обеден. И если мы найдем не менее достойный повод для новых восхищений, то увидимся обязательно на следующей неделе. Павел Валерьевич, вы уж не волнуйтесь. Мы новый повод для радости постараемся найти, изыскать и выдать. С дюжем.